Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. И я нахожусь в городе Якутске на улице 50 лет Советской Армии. Сейчас здесь будет интересное совещание. Вот тут даже историческое. По поводу улицы 50 лет Советской Армии. Когда же ее сделают? Основной вопрос. Если сделают, то как? Раз так много, сегодня что-то историческое будет, да? Не знаю, историческая, не историческая. Общественная палата. Сегодня будет здесь общественная палата, да? Посмотрит на состояние улицы и как мы ее сделаем, да? Ну, проходит же мероприятие сообщества, которое называется, там разные секции, разные комитеты, в том числе по ЖКХ, благоустройству, по дорожному хозяйству. Коллеги решили, видимо, сюда тоже выйти. Я думаю, обсудим планы по дорожному строительству, подготовку к ремонту. Я представляю заместитель главы города Якутска, непосредственно господин Антон Алексеевич. Я к чему это говорю? Потому что вчера глава города сказал, что 50 лет советской армии будут в следующем году, да? Совершенно верно. Мы планово приступаем к процессу проектирования, определим границы, объем работы. Хотел спросить, что сейчас происходит, и вот это данное мероприятие кем организовано? Мы планировали, Народный фронт совместно с мэрией города Якутска, выездное совещание по вопросу ремонта улицы 50 лет Советской Армии, так как мы не так давно объявляли опрос. Согласно опроса, самой убитой дорогой города Якутска была признана людьми, жителями города, улица 50 лет Советской Армии. Но так сложилось, что и в эти дни проходит форум сообщества, организованный Общественной палатой Российской Федерации. И к нам приехал очень мощный эксперт, член Общественной палаты Российской Федерации Холодов Александр Львович. Он заинтересовался этой историей и вообще он попросил съездить по городу. Он у нас эксперт по организации движения, дорожного движения, то есть он понимает те или иные вопросы, очень тонко причем понимает. Александр Львович, он у нас представитель Общественной палаты Российской Федерации, эксперт по дорожному движению. Ну и, соответственно, так как у нас сегодня утром была очень хорошая новость, которую объявил сам глава города Якутска Евгений Николаевич, о том, что наконец самая убитая дорога, кстати, которая признана по рейтингу Народного фронта, согласно опросам, 50 лет Советской Армии, будет отремонтирована в 2024 году. Так как мы встречались с Антоном Анатольевичем и разговаривали, здесь есть проблематика в плане передачи дороги на баланс, то есть, точнее, признания ее дорогой, да? Так как это здесь и часть гидросооружения у нас является, часть дороги, часть действительно является дорогой. То есть вот мы хотели бы получить вот эти разъяснения, понять, действительно ли у нас будет все-таки этот ремонт, и действительно Евгений Николаевич никак не слукаево сказал правду, и все просто жители начинают ликовать. Но правда, это самая загруженная дорога на сегодняшний день, на мой взгляд, и действительно требует максимального внимания. Это разные участки. Надо понимать, что на участке за съездом там идет гидротехническая объект инженерной защиты, который на сегодняшний день тоже находится на определенном стадии. Если мы говорим об объеме работ, которые у нас планируются, на сегодняшний день у нас уже объявлено конкурс на разработку проектной документации. Понятно, что такой большой объект за раз мы, конечно, одним этапом делать и не будем, и не сможем. Да? То, о чем говорится сейчас, это участок. В этом году у нас разработка проектной документации железной взыскания экспертизы. Планируем завершить эти работы. С регулярным пересроком, я думаю, это будет весна 2024 года. Да, значит, по проведению результатов у нас будет конец августа. Участок от улицы Виталий,
запасной объект, ну, участок порядка 2 километров 800. 4-полосное исполнение. Планируется, соответственно, расширение улиц, да. Нашли еще придется вот эти проводы, да? Вынос сетей, да, довольно в большом объеме. Ну, скажем так, сейчас даже на сегодняшний день нельзя конкретно сказать, какие виды работ у нас проводят. Проект документация полная объект, безусловно, будет переходящий. То есть, если мы в 2024 году получим результаты экспертизы, соответственно, в 2024 году мы не подготовим. Сейчас не успеем работать. 24-25 год именно в таком виде он у нас стоит в плане работы с индикатором 7 километров в 4-полосном исполнении. Предполагаем, что финансирование, естественно, пойдет по линии БКД. В этом направлении с Министерством образования вопрос тоже, естественно, получаем. Все прекрасно понимают, что улица, ну, безусловно, требует капитального ремонта. У вас здесь сейчас как подучки эксплуатируется. Может, у ГИБДД есть какие-то проблемные вопросы, спорные в рамках вот дорожной сети? Где-то знака не хватает, еще где-то неправильный, возможно, знак вы считаете? Данный вопрос у нас в рамках наших полномочий решается. В рамках надзорного реагирования, в принципе, у нас достаточно такое взаимоотношения выстроены должным образом. Сложного места управления лице администрации города. В рамках проведения наших мероприятий, каким-то где у нас возникает вопрос на удовольствие питания, в принципе, они исполняются установленные сроки. Как таковых проблем, которые были бы нерешаемы, нет. Также мы примерно, да, в рамках комиссии у нас постоянно вечная комиссия по безопасности движения, как и на региональном уровне, так и на уровне города. А ваша стоянка бесплатная, да, попутка, что разбитая дорога, страховали вообще собственники дороги? Я сейчас не могу конкретно ответить, надо посмотреть. Потому что штрафов обычно и ничего нет. Мы уже провели порядка 20 мероприятий, рекламных районов, в том числе по городу. С охватом практически всего города, в том числе и органы магистраты. Есть вот кто точно может штрафовать. Так хочется оставить. Много отсутки, но у нас как только точно это дело. Конечно, здесь капитальный ремонт. Другое здесь не поможет. Здесь износ полотна более. Ну и воочию убедились, что действительно дорога требует не просто там какого-то ямочного или еще ремонта, она требует комплексного капитального ремонта, и такое возможно только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Естественно, сейчас мы проговариваем дорожную карту, как это будет, в какие сроки. А вот 50 лет Победы, люди же увидели, люди спрашивали, и интересно ваше мнение. Ну, на самом деле дорогу, естественно, нужно реконструировать. То есть это не та дорога, которую нужно чинить, это там, где нужно вкладывать серьезную сумму денег и, по сути, перестраивать на том же месте дорогу. Потому что иначе это все будет просто трата бессмысленных бюджетных средств, потому что они будут все уходить в землю. То есть там надо реально делать реконструкцию, то есть заново строительство дороги на том же самом месте. С расширением, с изменением, в том числе, вот мы видели там деревянные столбы, конечно, все это нужно будет убирать, заново переделывать, и где-то перестраивать, может быть, и какие-то объекты благоустройства. Все вот это потребует реконструкции. Это когда мы видим вот яму, мы сразу же предполагаем, что везде все плохо, да, потому что вот мы видим яму. Если мы видим где-то там дорогу, требующую ремонта, мы тоже начинаем по последним говорить, что вот во всем городе плохие дороги. Да? Неплохие. Самое главное, вот что мне показалось, что динамично развивается. То есть есть динамика, то есть мы видим весь центр, например, да, это там одна большая стройплощадка. То есть строят постоянно, ремонтируют, что-то делают. То есть видно, что город будет лучше к следующему сезону. Да, там, через сезон еще лучше. Но с одной стороны мы видим вот эту динамику и видим какие-то положительные примеры. То есть, например, вот в Якутске, я буду ставить пример,
этот город другим городам, да, в плане организации остановок, именно автобусные остановки, каждая практически это с карманом, да, то есть автобус уезжает, освобождает полосу, все начинают беспрепятственно двигаться, и редкий город может похвастаться, что так много карманов, честно говоря, даже не встречал вот, в процентном соотношении, чтобы где-то было постоянно так вот организовано. Да? То есть в этом плане, например, Якутск мы будем приводить в качестве примера. Но вот особо обидно, да, какие-то моменты, которые, вот казалось бы, чуть-чуть сделать и будет идеально. Да? И вот этого чуть-чуть часто не хватает. То есть висит табло, например, которое показывает, когда будет автобус, но это табло не видно при солнечном свете. То есть вот такие вот мелочи, как бы, да, вот просто козырек над ним там поставить, уже все было бы совсем по-другому. Но я как раз надеюсь, что такой вот взгляд со стороны поможет как раз Якутску переосмыслить вот эти вот небольшие, кстати, проблемы, которые есть. То есть самое глобальное, например, сделано. То есть тот же парк автобусов я видел вчера обновлен. Да, автовокзал требует обновления, но зато автобусы новые. То есть вот, мне кажется, такой свежий взгляд со стороны общественной палаты, со стороны экспертного сообщества, со стороны жителей других регионов, да, поможет Якутску, может быть, некий такой импульс придаст для того, чтобы довести до ума уже те моменты, которые требуют исправления. И общественная палата, она основывается как бы на мнении общественности. Что вы можете общественности сказать? Ну, общественность Якутска не очень активная в плане, например, жалоб на дорожную обстановку, даже удивительно. То есть нам пришлось собирать специально жалобы, и поэтому как бы пожелаю больше активности жителям города, потому что, как мы вот видим сегодня даже, да, проявили некую активность, заговорили о дороге и вроде как услышали уже обещания с конкретными сроками, да, что вот в этом году уже проект, в следующем уже начало строительства, а то и какие-то участки дороги отремонтируют, причем не просто ремонт, а расширение, реконструкция. Поэтому больше активности нужно проявлять, гражданской активности, и тогда, соответственно, город будет гораздо лучше и красивее. Ну, спросите что-нибудь, мы же можем рассказывать здесь от начала до конца. Вот вы везде были, как вам впечатление? Ну, во-первых, я не планировала сегодня посещать ваш центр, но я очень рада, что я сюда попала, потому что, конечно, мое представление о том, каким может быть стационар и то, какой он у вас здесь, это вообще огромная разница. Во-первых, потому что здесь не ощущается больница. И это очень важно для человека, который болеет, который боится. Поверьте, каждый боится, когда он предстоит операции, и когда он попадает в такие стены, уже расслабляется. Видно, как здесь все правильно организовано. Вот за что вам огромное спасибо. Я думаю, что это, в общем, под контролем все делается, потому что когда есть четкое понимание от входа пациента до его выхода с решенной проблемы, то и количество пациентов, которые может пройти, проходит намного больше. Значит, больше людей, которые не видели, увидят не только свет, но и смогут читать, смотреть телевизор, но и быть активными участниками жизни. Особенно понравилось детское отделение, и особенно поразили детишки, которые сидят и играют в шахматы. А мама так. А вот они сидят, спокойно играют в шахматы. Удивительные дети, удивительный стационар, мне очень понравилось. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Да, сегодня вы участвуете у вас в рабочем визите зампреда Балабкина и министра здравоохранения Афанасьевой по нашему учреждению здравоохранения. Мы его в присутствии прессы проводим первый раз. Обычно мы в рабочем порядке его проходим, ну, как правило, самостоятельно. Ну, вот сегодня, с учетом того, что у нас на площадках Якутии проходит такой форум, как Содружество, мы приняли такое решение все-таки проехать с прессой и понять, что же у нас еще нужно решить, чего мы не сделали за 5 лет. Но я думаю, что посещение офтальмологии с новым оборудованием показывает о том, что результат есть.